Добрый день. Добрый день. Начну, находясь в зале Николаев-центра, с того, что наш Михаил Ефимович в день принятия Декларации о государственном суверенитете 27 сентября 1990 года распорядился, в тот же день подписал постановление Верховного Совета о создании Конституционной комиссии Республики Саха-Якутия и назначил первое заседание 8 октября. И вот 8 октября было заседание, и с того времени, значит, в истории нашей республики Михаил Ефимович, он руководитель этой комиссии, Власов Василий Михайлович, его заместитель. Я руководил фактически рабочей группой по подготовке, разработке проекта Конституции нашей республики. Перехожу к основному содержанию своего доклада. В чем самое и на сегодня имеющее новизну достояние нашей Конституции? Это закреплено в этой Конституции новый уровень государственности, полномочия республиканского органа власти. Второе новшество здесь это региональная концепция основного закона. Надо сказать, что это вопрос непростой. И как и структура Конституции, и его концептуальная. Конечно, безусловно, должны быть основные права, государственное устройство, это безусловно. Но в нашей Конституции здесь идет определенная гармония. От прав человека к правам народов, коренных народов республики, народа республики, и затем уже к государству. И есть еще дополнительная экономическая основа республики. Эта особенность была отмечена в Институте государства и права при защите нашего проекта. Сосредоточусь содержательно на двух позициях Конституции. Далее. Получается, что я считаю, что такой существенным новшеством, изюминкой Конституции Республики Саха-Якутия является наличие в ее тексте статей с положениями и гарантий, направленными на сохранение, возрождение коренных народов республики, на защиту и обеспечение их неотъемлемых прав, которые стали с этого момента конституционными правами. Перспективной и жизненно необходимой задачей является совершенствование а именно усиление практической направленности республиканских законов и актов государственной власти, наделение органов местного самоуправления в целях защиты и конкретного обеспечения конституционных, закрепленных в нашей Конституции, прав коренных народов. Каких? На владение и пользование природными ресурсами, прежде всего распространенных полезных ископаемых для удешевления строительства жилых домов, социальных объектов, использования местного минерального сырья. Ну и далее по программе. Но я хочу вернуться к тому, что в статье 5 нашей Конституции, если взять Конституцию, я беру в руках 93 года, текст 51 тысяча экземпляров выпущенной, там тоже 5 статья, там несколько еще более сильнее и емко сказано. Это принцип земля, недра и другие природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народа Республики Саха-Якутия. Далее это принципиальное положение, оно раскрывается и продолжается в развитии, получается, статье 42. В статье 44 территория республики объявлена была исконной землей расселения коренных народов, и экономических основах. Хочу дополнительно сообщить якутянам в этот момент, участвуя в этой конференции, о том, что именно эти формулировки нашей Конституции стали тоже основой аналогичного положения Конституции, уже не проекте, а Конституции Российской Федерации. Михаил Ефимович Николаев, тогда президент республики, он был членом Конституционной комиссии Российской Федерации. Я был у него все время экспертом, помощником в этом направлении. И в рабочей группе тоже работал на уровне федеральном с Мухсиловым, Ирек Шариповичем, другими представителями, такие же, как я, помощниками своих президентов. И наши лидеры нашей республики Саха
Башкортостана, Татарстана добились того, чтобы в Конституции России в статье 9 появилась формулировка следующая. Слушайтесь, земля и другие природные ресурсы используются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Я утверждаю, как свидетель, участник, что именно благодаря нашей Конституции, конституционному нашему движению, на уровне Российской Федерации появилась такая уникальная формулировка, при том неизменяемой главе номер 1, которая основа конституционного строительства. Второе. Как возникает вопрос этого развития конституционного строительства, или даже не строительства, сейчас строительством заниматься невозможно конституционным, а сохранить наши ценности и достояние нашей республики, главная задача. Но, тем не менее, я сформулирую вопрос, как реализовать потенциал нашей Конституции, и даже совет, рекомендацию сделали для Государственного Конституционного Совета в купе с нашим парламентом, Госсобранием и Тюменом. Есть новым, недавно прошлой зимой принятым резонансном, весной, по-моему, резонансном законе Клиша Сокрашенникова или Крикла, Крикра или Кракли, о системе публичной власти, субъектах Российской Федерации, там много чего критичного, но есть и ряд позиций, которые позитивные, на которые никто не обратил внимания, наверное. Мало кто обратил внимание. Там указано, что парламент республик субъектов имеет такое новое полномочие, а именно полномочия законодательного урегулирования, установления порядка управления, распоряжения собственности республики уставно-капитально-хозяйственных обществ крупных промышленных горнодобывающих предприятиях. Это я концовку конкретизировал. Это очень значимое полномочие. Раньше этим занимался президент республики, нашей Конституции по вопросам федеративного договора, взаимодействия федерального. Здесь координация была на полномочиях президента. Сейчас у главы нет такой республики такого, и у правительства нет. Но тем не менее, работающим является целый комплекс законодательных актов, то есть постановлений правительства, распоряжений, целый ряд распоряжений правительств, которые называются об управлении находящимися в собственности Республики Саха-Якутия акциями, долями хозяйственных обществ, использование специального права на участие республики в управлении акционерными обществами. И теперь это полномочие переходит полностью и единолично к парламенту. И нужно уже теперь иметь не постановление, а закон. И, в принципе, здесь я думал над этим, не только думал, здесь проработал, как может быть проект закона республиканского на эту тему. И Конституционный совет, уважаемый Петр Васильевич, мог бы здесь быть тоже таким консультирующим органом для того, чтобы здесь совместно в ближайшем порядке начать работу, быть посредником между исполнительной и законодательной властью по такому интересному направлению. В концовке своего выступления отмечу роль выдающейся в государственном, в том числе конституционном строительстве Республики Саха-Якутия личности Михаила Ефимовича Николаева, указавшего нашей рабочей группе, что будем сами разрабатывать проект основного закона. После того, как где-то 3-4 месяца работали, определились с конвой концепцией, структурой, возник вопрос. Когда мы даже вынесли это на большую рабочую группу, которая больше 50 человек было, тут даже со стороны, можно сказать, доктора юридических наук появился вопрос, а зачем работать над проектом Конституции Республики? Раньше было Советский Союз, Конституция, потом РСФСР, потом автономная республика. И это как матрешки. Надо дождаться, пока Россия примет свою Конституцию.
Конечно, рабочая группа здесь убедительно и с основанием обосновала и выступила над тем, чтобы мы продолжили работу и довершили разработку оригинальной нашей Конституции. И здесь веское слово было высказано нашим президентом, который сказал: будем изобретать велосипед. Вот поэтому здесь надо сказать, наша Конституция была защищена и кафедрой конституционного права Московского государственного университета, в Институте государственного права, тогда это ведущий институт по конституционному государственному законодательству, академик Топорнин Борис Николаевич возглавлял. И она была практически в 90-е годы примером для конституций других республик. И маленькое еще дополнительное обращение в связи со своим участием в такой конференции в дни, месяцы этого столетия нашей республики. Даже сегодня прозвучало слово о том, что столетие автономии. Уважаемые дорогие якутяне, не столетие автономии. Автономия имела возраст 69 лет, около 70 лет. Вот суверенитет был принят в сентябре, 27 сентября 90 года, потом был принят закон о государственном статусе этим же Верховным Советом 12 года, по-моему, в 91 году, и там о государственном статусе уже Якутской, Саха-Советской Социалистической Республики. Слова автономии нет, понятия нет, поэтому прошу начало 1 апреля завтрашнего дня не говорить столетие автономной республики, не говорить автономии, это не соответствует действительности, умаляет столетие нашей республики. Именно 30-31 год мы имеем именно государственность, но уже закрепленную в своем основном законе. Поэтому мы должны гордиться и говорить: мы республика столетняя, со столетием, которое имеет возраст свое столетие, и который будет иметь перспективу в будущее еще целые столетия. Многие столетия. Спасибо.